Смотрите, у нас в планах Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому до Нового года открыть в Канашском муниципальном округе. Потом бюст Жукова 9 мая в Канашском муниципальном округе. И 2 бюста мы еще установим Сталину. Это в Урнарах у Аполлона Федотовича. Там же есть у него деревня. Когда проезжаешь... Около дома тоже, да? Около дома, да, у него там прям все красиво. И это как его, еще в Чебоксарском муниципальном округе. Сейчас ищем площадку, место. Тоже все договорились по поводу бюста. Вот, то есть в этом году у нас крупное мероприятие, 80 лет нашей победы. Поэтому надо тоже вместе с вами вот сейчас план составить, Давайте. план совместной работы. И уроки мужества, и это. Да. Нет, у меня нет. Я заберу потом. Ну, Все готово? мы всегда... Табиков Юрий, ведь Витальевич Пужарзаянный, Ужапар Баян Сталинин бюстне. Спасибо зиле бурниле, шагында киллежин, шагында хизе Сталина, Иосиф Виссарионович хизе плюнежин, тайма буш зиле бурниле. Баян ебжана буштарындамыр, шаг хаклы, биде кирле мероприятие, ушма десе мит ерештан. Шак митинга ужастезе, илик парзамыр зиле бурниле, шак мероприятие ушма. Я знаю одно, инициатива наказуема, но я его не боюсь. За святое дело я готов. Значит так, почему на русском говорю, это будет сегодня Олег Самана на всю Россию пойдет, это фильм, наше вот это событие. У меня вот этот памятник созрел в голове, знаешь, какого года, как энциклопедия вышел, красночитайский, я там прочитал про Кононова Ивана Николаевича. Первый ракетчик наш китайский. Он на свои деньги солдатам Великой Отечественной памятник открыл. Это был 25 лет окончания войны, 1970 год. Вот, и он умер в 2002 году, я энциклопедию все почитал, с ним лично не знаком, а памятник в Шанаше стоит. Но чем мы вот следующее поколение хуже него? Вот особенно здесь, где мой скульптор, лучший друг. Вот наш Шемякин Николай Кузьмич, он первый памятник, бюст поставил, он автор этого памятника, он поставил день смерти Сталина, а мы ко дню рождения. Ну, рождение будет 21 декабря, но это будет. Вот я как считаю, должен быть преемственность. Сейчас времена очень непростые. Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, он столько делал для страны, СССР не развалился, мы все воспитанники СССР, почти здесь 95% здесь вижу СССР из СССР. Дальше, и я считаю, очень своевременно, еще одна интересная дата, Сталину 145 лет, моему дедушке в этом году 115 лет, дедушка 50 лет назад умер, в 1974 году. Ну, вот этому, вашему слуге тоже 65 лет. До окончания войны 80 лет. Как такую дату нельзя не увековечить? Все, карты ложатся в одну этот. Тем более, когда Россия в очень тяжелом состоянии сейчас, 60 государств воюют против нас. Сталин нас объединяет. И это будет 115 памятник по России. В интернете я все смотрю. Но вам всем спасибо, что вы пришли. Мы показали, мы единый народ. Считается, это вообще особый каста народ. И я думаю, теперь это памятник будем ухаживать, следить, приходить, отмечать все праздники. Ну, пусть будем мы счастливые будущее. Будем жить дальше и творить. Нет, сейчас... Пока подождите. Так, я спасибо, что вы все собрались. Товарищи, в этот торжественный день мы в районе хотим вручить партийный билет Так, это святое дело. нового члена партии Ефимовой Марине Петровне. Проходите сюда. Наша армия пополняет. Да, наши ряды. Поздравляем. Да, такой прекрасный, красивый день. Сейчас давайте фотографию. Жаль, что Сталин не видит, его закрыли. Да ничего страшного. Потом общую фотографию совместную сделаем. Да, обязательно. Спасибо.
Мне хочется сказать следующее. Ровно 100 лет назад на могиле Ленина, когда он умер, Сталин дал большевистскую клятву. Она звучала так: товарищи, мы, коммунисты, люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, чем честь принадлежать к этой армии. Вот. Отлично. И еще я к 7 ноября написала стих, хочу его прочитать. В годовщину октября революции великой радость освещает лики. Красный флаг в руках не зря. Залп авроры, зимний взят. Люд простой, нет высшей касте. Равенство, свобода, братство, будь страна, как дивный сад. Ленинец, чекань свой шаг. Демонстрация — наш праздник. За идею будь отважным. Пусть аллеет гордо стяг. Ура, товарищи! И перед открытием бюста, уважаемые товарищи, я хотел бы вручить почетную грамоту от имени Чувашского республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации супруге нашего скульптора Шемякиной Надежде Пантелеймоновне. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность за неоценимую помощь в создании аллеи славы в деревне Вутабосе Канашского муниципального округа Чувашской республики. Проходите. Я за тебя, Надя. Кто не был в Канашском муниципальном округе в Вутабосе, кто еще не видел нашу прекрасную аллею славы, милости просим, да, приглашаем. Давайте, поздравляем. Спасибо. Давайте. Служу трудовому народу. Спасибо. Все, поздравляем. Так, мы продолжим, товарищи. Слово представляется первым секретарю Республиканского комитета КПРФ Андреев Александр Михайлович. Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас вдвойне праздник. У нас праздник, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Этот праздник празднует весь цивилизованный мир, который не понаслышке знает, какое наследие оставила после себя революция, какие были достижения у Советского Союза и у всех социалистических стран, которые выбрали путь Ленина, путь Сталина. И второй наш праздник – это открытие бюста Иосифу Виссарионовичу Сталину, который своим гением сделал Советский Союз величайшей державой, когда Советский Союз все уважали, считались с его мнением, и благодаря его гению мы смогли победить в Великой Отечественной войне. Сейчас всякие либеральные силы пытаются умалить роль его как главнокомандующего, чтобы победил народ. Да, действительно, советский народ победил, но без великого главнокомандующего Сталина эта победа, она была бы сложной и неоднозначно, чем бы все еще закончилось, когда мы воевали практически со всей фашистской Европой. И вот простой пример, вот это сейчас специальная военная операция, уже 3-й год, идут боевые действия, и есть с чем нам сравнить наследие Советского Союза, наш великий советский опыт, и сейчас, когда наша страна идет по пути капитализма. Я не буду сейчас подробно все это рассказывать, вы все это сами прекрасно знаете. И вывод один. Те примеры, которые были во времена Советского Союза, нам дают четкое понимание, что победит только социализм. Капитализм – путь никуда. И заканчиваю словами нашего главнокомандующего Сталином, что наше дело правое, и победа будет за нами. Спасибо. Всех с праздниками. Слово представляется Осипову Виталию Петровичу. Союз российских ветеранов. Спасибо. Хакла Ендешнем. Дорогие земляки, да, сегодня действительно великий праздник. Вдвойне, тройне даже, может сказать, день Октябрьской социалистической революции. Потом день воинской славы. Парад
который в 1941 году 7 ноября состоялся под руководством великого нашего Сталина, привел к победе советского народа. Мы это, советские офицеры, наше поколение ценит, и мы никогда не забываем об этом. Ну, я много говорить не буду, но мы сюда приехали с нашими офицерами, у нас состоят многие в наших рядах. У нас организация серьезная, ордена Отечественной войны первой степени, Общероссийская общественная организация ветеранов, Российский союз ветеранов. Я возглавляю Чувашские региональные отделения, председатель. Значит, награждается, в честь этого сегодняшнего праздника, награждается нашей грамотой Дадюков Юрий Витальевич за личный вклад, проявленную инициативу, активное участие в мероприятиях по героике, патриотическому воспитанию молодежи и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и плодотворность ветеранской государства. Ну и служу России и чувашскому народу. Ну и кто в этой партии трудился над этим шедевром, памятником или бюстом, значит, награждается Шемякин Николай Кузьмич. Где он? Вот. Николай Кузьмич, поздравляем. Ну, Служу, спасибо за внимание. служу Советскому Союзу. Служил я Советскому Союзу и буду служить. Я один раз присягал Родине и буду служить Советскому Союзу также. Ну, пока он здесь, слово представляется Шемякину Николаю Кузьмичу. Прежде всего, хочу вас всех поздравить с праздником, великим праздником. Ну, здесь уже про Сталина все уже сказано, по правде говоря. Что будем работать дальше, будем аллею, как и славы, еще, как говорится, приумножать там, чтобы у меня сейчас, по правде говоря, в плане бюст Дзержинского, вот сейчас в конце ноября, а к 9 мая бюст Жукова. Но дополнительно, да, вот я попросил Николая Кузьмича еще подготовить 2 бюста Иосифу Виссарионовичу Сталину, которые мы разместим. Один на территории Вурнасского муниципального округа, а другой на территории Чебоксарского муниципального округа. И сейчас небольшой секрет я вот раскрываю. Да, и мы это обязательно сделаем в преддверии великого Дня Победы, к 80-летию нашей победы. И вот Николай Кузьмич отозвался, потому что это тоже тяжелый труд, непростой труд, но тем не менее мы должны помнить нашу историю и сохранить память. Первый секретарь Новочебоксарского горкома, член бюро, член Республиканского комитета. Дорогие товарищи, я поздравляю вас в первую очередь с праздником, с днем Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в эти дни прозвучали слова Ленина. Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась. Это и послужило созданию такого государства, как Советский Союз, которое стало самым мощным государством в мире. Второй повод сегодняшний – это вот открытие бюста Сталину. Перед этим человеком, да, вот прям снимаю шляпу, этот человек достоин большего. Слова там написаны правильные. После смерти на мою могилу нанесут много мусора, но ветер истории сметет его. Так и происходит сейчас. Я не буду говорить такие вещи, о которых знают все, что Сталин взял страну с сахой, а оставил ее с ядерной державой. Кроме этого, у него уже было много достижений, о которых мало знают. Например, каждый год снижались цены, что давало простому человеку возможность пользоваться этим. Дальше. Сталин запретил аборты, и после этого наша страна стала возрождаться, рождаемость увеличилась и тоже послужила толчком к победе Великой Отечественной войны. Потому что если бы не было у нас столько народу, нам было бы гораздо сложнее победить эту фашистскую гадину. В завершении хочу сказать спасибо Юрию Дадюкову за такое мероприятие, как открытие бюста Сталину. За такой подарок. За такой подарок, да. Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!
Так слово представляется ветерану партии Смирнову Алексею Петровичу. Чебоксарский местное отделение КПРФ. Хиземде чудачен изем, чувасем, тванзем, тепренде, брусандари, югасем. Я уже 4-й раз участвую на открытии этих памятников. 3 раза в Удопольше, сейчас сегодня Хурабыр. Я уже несколько стихотворений строк написал об скульпторе Шемякине Николае Кузьмиче. Он славе не мечтает, он о славе не мечтает, скульпторами не знаком, но когда бюсты он лепит, поступает к горлу ком. Да действительно, в Удобойцах по велению души лепит прекрасные бюсты у себя на селе. Он создал аллеи героев. Чувашским осенним солнцем село заметно возвысилось. И у меня в душе Шемякин, я выбираю в Удобойце. Здесь, где чувашские рассветы встречает двухэтажный дом, вихрастый мальчик был рабочим, а скульптором стал потом. Старой родительской избушке жить тоже в детстве повезло, и все вокруг буераки еще хранить его тепло. Тут каждый камешек окрестный бывал Шемякин знаком, и вечный млечный путь небесный кропят чувашским молоком. Да, скульптор не только создал Олег Герас, но и оборудовал мастерскую на первом этаже. Еще создал музей, художественный музей. Из мастерской за окнами открыт такой обзор, такой панорама, так что картина живописи прямо, канадска, удобойчинский колорит, мастерской, портреты, натюрморты, лирических пейзажей красота, день и ночь Шемякин лепит бюсты, герои Родины с окнами живут. Светлана Вячеславовна, сюда подойди. Светлана Вячеславовна. Еще осеннего дня позолота украсили землю с утра, и где-то такую долота вернулись в село мастера. Спасибо вам за это. Еще есть, но не могу. Уважаемые товарищи, позвольте мне пригласить сюда Шемякина Николая Кузьмича и Данькову для открытия. Еще стихи, да? Еще стихи. Про Сталина, тоже Сталин сегодня. Кискейн. Вот, представить ее не надо. Она... Кискейн. Видите куплет? Представьте, кто? Совет шарживин ердюжи булса, тем жухле тереклетне шаржива. Эшсен яваплахне чунба дуйса, эшлене телендермеш вей халба. Эшре туптанна шире постана, нигам жапса хушма булдарайман, харушлах уменже пужа усман, ундан валтухна вейлах ватпа. Пичапла, пызык эшсене дума, пулдарна улупла андануба, картме пулдарна лайх пурнажа, вершене эмеде таражуба. Шеклене халха хват парса, таван жирживын үзімне тума. Ирбурны шул ерне ушса пырса, телей вылгүне пирін жиржива. Хварна тарын ер хай эжебе, хизепте чиз чапла, унын эжезем чилай эшне гура. Шуле шеклене выл жиржив жапне, унзумлы яже, сүнме, нихайшан. Это Яруткина Светлана Салам. Кунбек Ирзамасине нигамдаш укасан тупаймай. Поэтесса, академик. Он скульптор не, инициатор не. Да. Николай Кузьмич и Юрий Витальевич. Al şu vatpırın göster.
Thank